Бзирашвимазеги, Ехапи Амтаза, Адунейчику Ауадайрака, Срылачавер Стахуб. Иша Адруэйбш, Астагылу Амтаза, Адунея Тынчра Ашартара Итагылуб. Убри Намадана, Ицирцуа Ауадайрака Рыцбараза, активла Усура Халагейт. Агурагана Сокуб, Хайдгыла на Усура Халагар, Ауадайрака Зеге Хахасуэт. Уважаемые друзья, в связи со сложной международной обстановкой в активном режиме проводим совещания и консультации, на которых внимательно рассматриваем текущие вызовы и угрозы стабильности, прорабатываем возможные сценарии нашего реагирования на действия оппонентов и противников. По поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжани осуществляем сбор и анализ данных о процессах, происходящих в регионе, проводим предметный мониторинг ситуации. Сегодня в евразийском пространстве отмечается повышенная геополитическая напряженность. Ключевой точкой напряжения остается, безусловно, Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. События последних недель унесли жизни сотен людей в этих зонах конфликта. Ситуация с Приднестровьем также остается весьма взрывоопасной. Вокруг России последовательно создается так называемое «огненное кольцо». За последние годы сценарий цветных революций, военных конфликтов последовательно разыгрывается коллективным Западом в целях сдерживания России. Особую роль в политике сдерживания всегда занимало расширение НАТО на восток. В постсоветский период экспансия Североатлантического альянса, нарушающая все договоренности, создает все новые угрозы безопасности и подрывала доверие к Западу. Соединенные Штаты Америки никогда не скрывали своих истинных устремлений по отношению к России и Евразийскому региону. Об исключительности США, сохранении американской гегемонии через попытки ослабить Россию посредством дестабилизации обстановки в Евразии открыто писал бывший помощник президента США по национальной безопасности, в прошлом одна из ключевых фигур американской внешней политики Збигнев Бжезинский. Цитирую. «Америка в настоящее время является единственной супердержавой, а Евразия – центральной ареной мира. Следовательно, изменение в соотношении сил на евразийском континенте будет иметь решающее значение для мирового главенства Америки, а также для ее исторического наследия. Ближайшая задача заключается в том, чтобы удостовериться, что ни одно государство или группа государств не обладают потенциалом, необходимым для того, чтобы изгнать Соединенные Штаты из Евразии или даже в значительной степени снизить их решающую роль в качестве мирового арбитра. Без Украины Россия перестает быть Евразийской империей». Уважаемые друзья, сейчас мы услышали пошаговую инструкцию, сформулированную еще в 1997 году и реализованную на практике. Как Соединенные Штаты добиваются своих целей на постсоветском пространстве? Каковы ключевые инструменты работы Штатов? Прежде всего, это инструментарии так называемой мягкой силы. На первом подготовительном этапе для установления прямого контакта с людьми, формирования доверительного образа, создается инфраструктура специальных фондов, организующих гуманитарные акции, конференции, активное взаимодействие с молодежью, с журналистами, с лидерами общественного мнения в целом. Но впоследствии постепенно происходит радикализация подходов, а именно прямое воздействие на общественное мнение, организация массовых акций протеста с последующим захватом власти и сменой внешнеполитического курса страны. Ровно такие сценарии были реализованы, к примеру, в Грузии, на Украине, во многих других странах. Ключевую роль в организации этой работы неизменно играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, посольство США, а также организация USAID, Агентство США по международному развитию. Это высший федеральный орган Соединенных Штатов, отвечающий за помощь за рубежом. С 1992 года на организацию государственного переворота в Грузии только этой организации было выделено почти $2 миллиарда США. На аналогичный сценарий на Украине $3 миллиарда. Ведущие украинские политики еще в 2013 году
предупреждали о подготовке государственного переворота на Украине. Обратите внимание на экран. Ко мне, как народному депутату Украины, обратились активисты общественной организации «Воля», которые предоставили убедительные свидетельства того, что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект «Техкомп», в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект «Техкомп» направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. К сожалению, народного депутата Украины Олега Царева тогда не захотели услышать. В целях сдерживания России американцы поддержали государственный переворот на Украине. Страна попала под внешнее управление и по указке из Соединенных Штатов саботировала Минские соглашения, в которых была заложена поэтапная процедура по урегулированию конфликта. Но Вашингтон для Киева выбрал другую стратегию – войну на истощение. Конфликт на Донбассе длился 8 лет, унес тысячи мирных жизней. В результате манипуляции Запада с Украиной привели к необходимости проведения специальной военной операции для защиты людей на Донбассе. Это была вынужденная мера. Уважаемые друзья, у нас на связи сейчас Олег Царев. Олег Анатольевич, мы с вами видели своими глазами, как в Киеве, в других регионах Украины, в целом по Украине, американские фонды, организации, как они работали. Все начиналось с гуманитарных акций, с красивых больших мероприятий, а позднее все это переросло в то, о чем вы говорили в своем выступлении с трибуны Верховной Рады. У нас в Абхазии происходит, в принципе, то же самое. Те же самые организации, те же самые названия, те же самые гуманитарные акции. Мы, видимо, находимся на каком-то подготовительном этапе к тому, что будет совсем иное развитие событий. Олег Анатольевич, что вы порекомендуете нам и можете поделиться воспоминаниями о тех временах, когда вот американцы начинали работать, как это выглядело и к чему это впоследствии привело, какие акции они организовывали, в том числе с участием IT-специалистов? Ну, в общем-то, те, кто помнит перестройку, помнят громадное количество денег, которые Сорос начал вливать в страну сразу же после перестройки. И удивительно, все проекты были очень хорошие. Деньги вкладывались в культуру, в науку, в образование. Вот в те времена разрухи, вот те достаточно хорошие, приличные деньги, которые получали учителя, ученые, деятели культуры, они были явно не лишними. Поэтому все это воспринималось очень положительно. Но прошло время, и смотрите, что мы получили в Украине. Мы получили прослойку людей, которые ориентируются только на Соединенные Штаты и на точку зрения Сороса. Выбирались молодые ребята, то есть когда закончилась вот эта игра в культуру, в науку, выбирались молодые ребята, приезжали в Соединенные Штаты, выделялось громадное количество небольших субсидий, и накрывалось большое количество людей. Люди, которые зарекомендовали себя, на них делалась ставка. И с тех пор, как они попадали, в общем-то, на карандаш, за их судьбой следили. Им все время давали немножко денег для того, чтобы они могли себя поддержать. Посольство Соединенных Штатов включалось и следило за тем, чтобы эти молодые ребята сначала становились помощниками депутатов, помощниками в кабинет министров, работать, какими-то советниками в администрации, в районной администрации, городской, областной. И год от года, выборов к выборам, они начали расти.
Значит, из помощников советников превращаться в чиновников, из каких-то начинающих журналистов в именитых журналистов. Из помощников депутатов начали становиться депутатами. Рано или поздно сформировалась прослойка, которая была способна влиять на ситуацию. Их вырастили из ничего. Примерно такой же сценарий, скорее всего, будет в Абхазии. Посольство Соединенных Штатов Америки и организация USAID активно работает и в Грузии. Несколько недель назад, в августе, руководителем миссии USAID на Кавказе был назначен Джон Пеннелл. Этот человек хорошо известен по работе на постсоветском пространстве. Он представлял USAID на Украине. И, как указано на официальном сайте ведомства, противостоял пагубному влиянию России. Пеннелл также активно работал в Ливии и Беларуси. Он совместно с посольством Соединенных Штатов Америки в Грузии уже начал оказывать давление на грузинское правительство с тем, чтобы они пошли на очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. Открытие так называемого Второго фронта. Кроме того, параллельно с этим, после назначения Пеннелла отмечается активизация работы по реализации государственной стратегии грузинского правительства вовлечения путем сотрудничества от 2010 года. В чем ее суть? Позвольте процитировать некоторые ее ключевые положения. Государственная стратегия, пишут они, основывается на непоколебимом убеждении, что население, проживающее в Абхазии и Цхинвальском регионе, неотъемлемая часть грузинского общества и его будущего. Правительство Грузии верит, что политика вовлечения, направленная на восстановление доверия населения Абхазии и Цхинвальского региона, ныне разобщенного разделительными линиями и пострадавшего в результате войны, внесет значительный вклад в дело окончательного урегулирования конфликта. Власти Грузии, осознавая, что часть населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе, придерживается иных политических взглядов, считают, что, несмотря на разногласия, достичь примирения можно путем переговоров, сотрудничества и вовлечения этих людей в происходящие процессы. Правительство Грузии постарается разработать эффективный механизм примирения, который позволит грузинскому, абхазскому и осетинскому народам сотрудничать и определять общие подходы к собственному прошлому и истории, особенно в отношении конфликтов, развивавшихся на протяжении последних 20 лет. Правительство Грузии разработает правовой механизм и осуществит его инициирование на законодательном уровне для предоставления специально созданному финансовому институту возможность оперирования в Абхазии и Цхинвальском регионе. Указанный институт будет оказывать услуги соответствующим международным и гуманитарным организациям, а также местным и международным НПО, осуществляющим благоприятные и полезные для обеих сторон программы. Запад реализует на нашей территории свою традиционную стратегию. В Абхазии проводятся тренинги, семинары по толерантности и гендерному равенству. Организуются конференции в третьих странах с участием специалистов Абхазии и Грузии по самым разным вопросам. Делается все для того, чтобы интегрировать нас с Грузией, следовательно, достичь целей программы вовлечения путем сотрудничества. Уже несколько лет по инициативе Западного фонда Бергхофа организуются встречи и онлайн-дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны. Эти встречи, в особенности в онлайн-формате, проходят бесконтрольно и без согласования с органами власти Абхазии и, очевидно, содействуют реализации грузинской программы развития, вовлечения путем сотрудничества, о которой мы с вами говорили ранее. Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии, он у нас даже не зарегистрирован. Учредителями и партнерами фонда являются такие структуры, как Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия, Всемирный банк и другие структуры, активно вовлеченные в реализацию политики изоляции Абхазии. მინდა გავიცნო ის ადამიანები, რომლებიც გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს არიან. უზეც უნდა ვსაუბრობდეთ მიმდინარე მოვლენებზეც და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვისაუბროთ მომავალზე.
ამაფიქრა და ცოტაოდენ გამაკვირვა კიდეც ეს იყო აფხაზი მონაწილეების ღიაობა დიალოგის მიმართ, ანუ რამდენად აინტერესებდათ მათ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, რუსეთი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ კონფლიქტში, მაგრამ თუ კი მისი გადაჭრა გვინდა, აუცილებელია პირდაპირ დიალოგი დავიწყოთ აფხაზებთან და ვაჩვენოთ მათ ის რომ Мы берем на особый контроль любое взаимодействие с фондом Бергхофа. Просим без согласования с МИДом Абхазии не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн-дискуссий. Просим наших сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе. Вас хотят вовлечь в реализацию программы грузинского правительства, конечной целью которой является установление здесь у нас грузинского флага. Кроме того, уважаемые сограждане, хотел доложить вам о проведенной в Москве компетентными органами экспертизе электронных приборов, которые были расставлены по территории Абхазии западными НПО с целью сбора информации о якобы климатических изменениях в нашей стране. Согласно проведенной экспертизе, получены сведения о том, что данные приборы располагают возможностями ведения радио- и сигнальной акустической разведки, обеспечивающие получение сведений, содержащихся соответственно в радиосигналах и вибрационных параметрах сигналов инфразвукового диапазона. Указанное оборудование может позволять разрабатывать военно-климатические описания, атласы и справочные карты по районам развертывания указанных сетей. Изъятое оборудование может использоваться для контроля за передвижением техники возле военных баз, расположенных в Абхазии, а также геометеорологической привязки к местности иностранных систем военного назначения. Ровно такие же приборы были установлены в Нагорном Карабахе непосредственно перед началом последней фазы вооруженного конфликта. В связи с этим принято решение о том, что работа этого оборудования в Абхазии приостанавливается. СГБ Абхазии проводит проверочные мероприятия по этому вопросу. Уважаемые сограждане, недавно министр обороны Грузии заявил, что до конца текущего года у них начнется производство боевых и разведывательных беспилотников. Мы рассматриваем это как прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Призываем Грузию подписать взаимообязывающее соглашение о неприменении силы на площадке женевских дискуссий. Абхазия – миролюбивая страна, мы ни на кого не собираемся нападать. Но защищать нашу родину, наш народ и родную землю будем до конца. Республика Абхазия исходит из обязательств, зафиксированных в заявлении Владислава Ардзенба и Эдуарда Шеварнадзе от 14 августа 1997 года. Стороны приняли на себя обязательство не прибегать к оружию для решения разделяющих их противоречий и ни при каких условиях не допускать возобновления кровопролития. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными политическими средствами путем переговоров. Уважаемые сограждане, мы находимся в состоянии гибридной мировой войны с элементами информационного, экономического давления и, разумеется, полномасштабными военными действиями. Сегодня на стороне украинских бандитов и неонацистов воюют представители более 50 стран. Это военная машина коллективного Запада. Банды иностранных наемников, воинские части, обученные по стандартам Североатлантического альянса. В случае начала военного конфликта с Грузией, а мы не можем этого исключать, все эти страны будут поддерживать нашего противника. В этой связи особую важность имеет укрепление нашей обороноспособности, а также сохранение, развитие, укрепление добрых братских отношений с нашим союзником Российской Федерацией. Мы не можем предпринимать действия, которые будут расцениваться как акт недружественного отношения к России. Россия – гарант нашей безопасности, оказывает нам поддержку с точки зрения укрепления нашего государственного суверенитета. Сегодня Российская Федерация бросила вызов глобальной несправедливости. Это борьба за правду, это борьба за справедливость. А сила, как известно, в правде. Благодарю вас за внимание.